Чашиделек, добро пожаловать в Тибет на этой неделе. С вами еженедельные новости о Тибете, его святейшестве Далай-ламе и Центральной тибетской администрации. Коротко о главных событиях. Его святейшество Далай-лама заверил, что проживет долгую жизнь. Его святейшество Далай-лама поздравил Нэнси Пелоси с вручением ей награды NDI за вклад в развитие демократии. Его святейшество Далай-лама поздравил Ранджита Сингха Дисали, лауреата глобальной премии учителя. Китай незаконно удерживает и притесняет тибетскую женщину. Си Кёнг встретился с теневым министром иностранных дел Канады. Центральная тибетская администрация поздравила Матео Мекачи с назначением его новым директором Бюро по демократическим институтам и правам человека. Представительство США провело беседу о свободе вероисповедания в Тибете. Парламентская группа в поддержку Тибета в Швейцарии провела встречу для обсуждения планов на будущее. Тибетцы присоединились к Маршу мира, посвященному Дню прав человека в Японии. Представитель Чаши Пунцок обратился к участникам веб-семинара со словами благодарности. Тибетцы отмечают 31-ю годовщину вручения Нобелевской премии мира его святейшеству Далай-ламе. В четверг на этой неделе его святейшество Далай-лама, обращаясь к аудитории во время учения, дарованного им по случаю 601-й годовщины со дня кончины Джетсонгапы, заверил, что проживет долгую жизнь. 지 대미 승례로 지기다 가차 되잖아요. 나 간다. 디디 돈을 야삼던데 어떤 가다 츠름부터하고 중소 삼월지기. 별 자신이 망게 지 로샤서 로데서 엔수스데 별 산제기 땀바 다 별 지숑 다 가다 게 민기토네 직다 팽기 어렵다. 가다 가면 가서 자할래도 봐 별기다 최대 리종스럽도 싫어 도나스게 말이 딱 아주 되게 할래 된게 터냈던 저분이 찔이야 지 subject 사제기 때문에 subject 내부들도 고려해야 지기 내가 가서 가서 샴디 주요래 저서가 말해서 나로리야 다내 미지 치즈부터 정보 로 자라 가르치기 다 지다한다 디 기즈피디더스네 경 계산자서 예배 거두기 어디에 기즈 주고 싶어 개발 전부시리샤 공기 패션 내롱데 레슨에 가도 계즈 아다 샤는게 되게 숨비열라 다 디치도 나 패지 로자도 주숨 쳐야지 어디도 롱데도 저선 아래 심슈를 깨셔 어다 아니 별 자신 매만 뒤에되기 쉬우지가 이시제 진행제 세상가 닝제 다 별 산제가 담바 별 리숑 지 윤도 내야래야 내 체질 윤을 내야지기 다 쉬우시도 사진데 인데 딱 보면 되게 괜찮은 줄 말하면 되게요 아니 말도 삼월로 지금 후다보다 чаще 두스를 내년에 후다보다 чаще. Тибетский духовный лидер поздравил спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси с вручением ей награды Национального демократического института за вклад в развитие демократии в знак признания ее инновационного лидерства как женщины-политика, а также непреклонной поддержки демократии и защиты прав человека во всем мире. Церемония награждения состоялась 8 декабря. Его святейшество выразил свое искреннее восхищение твердой позицией Пелоси в отношении истины и ее мужественной поддержкой Тибета. I really admire your determination, your courage to show your support about Tibetan, struggle. You visited Tibet and also come here. So I really appreciate. You not only sort of sympathy, friendly feeling, but
you have such courage, you see, to stand firm on truth. So I very much want to express today Nancy Pelosi for being conferred the National Democratic Institute's Democracy Award. Его святейшество Далай-лама направил Ранджиту Сингху Десали, учителю начальной школы в Махараштре, поздравления по случаю присуждения ему глобальной премии учителя 2020 года. Его святейшество высоко оценил работу Десали и добавил, что вся его деятельность является примером сострадания в действии. Согласно сообщениям 12 ноября 2020 года, тибетская женщина Црингцо была незаконно задержана в своем доме в Синине местными китайскими полицейскими и была доставлена в следственный изолятор Чика-Каунти за якобы противозаконные публикации в социальной сети WeChat. После чего она была подвергнута 10-дневному административному аресту и наложению денежного штрафа в размере 1000 юаней. Ей также предъявили обвинения в совершении других провокационных действий, однако не объяснили, что именно в ее сообщениях в WeChat представляет собой проблемы, связанные со стабильностью. В 2017 году Црингцо удерживали в комнате для допросов Управления общественной безопасности префектуры Юшу после ее выступления в защиту прав местных тибетцев подавать заявление на получение паспорта в соответствии с законом в тибетской автономной префектуре Юшу и была жестоко избита офицером по имени Джамга из иммиграционной службы Бюро общественной безопасности префектуры Юшу. В прошлую среду Сикёнг доктор Лобсан Сенгге провел свою первую встречу с руководством консервативной партии Канады во главе с ее новым лидером Эриком Отулом, а также имел короткую беседу с достопочтенным Майклом Чонгом, теневым министром иностранных дел. Сикёнг призвал господина Чонга поддержать предложение, принятое в специальном комитете по Китаю и представленное на рассмотрение в постоянный комитет и в палату общин. Господин Чонг обязался публично встретиться с Сикёнгом, находясь у власти или в оппозиции, и признал, что ситуация, в которой оказались тибетцы и уйгуры, представляет собой пример культурного геноцида. На встрече присутствовали представитель Ngodub Tsirin и Тензин Кангсар, оказавшие содействие в организации встречи. В среду на этой неделе представитель тибетского офиса в Вашингтоне Ngodub Tsirin встретился с конгрессменом Беном Макадамом от штата Юта, чтобы попрощаться с ним и выразить признательность за его неизменную поддержку дела Тибета. Сикёнг доктор Лобсан Сенгге и спикер тибетского парламента в изгнании Пема Джунгны поздравили Матео Микачи, президента международной кампании «За Тибет», с назначением его на должность нового директора Бюро по демократическим институтам и правам человека в Варшаве. В прошлую пятницу Постоянное представительство Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве провело виртуальную панельную дискуссию на тему «Свобода вероисповедания в Тибете. Назначение буддийских лидеров и преемственность Далай-ламы». Наряду с докладчиком от принимающей стороны, послом Эндрю Брембергом, постоянным представителем США при ООН и других международных организациях в Женеве, в дискуссии приняли участие Роберт Дестро, специальный координатор США по вопросам Тибета и помощник государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда, Сэм Браунбек, посол США по особым поручениям по вопросам международной свободы и вероисповедания, Тенчо Гяцо, директор по связям с общественностью Международной кампании «За Тибет», и доктор Лобсан Сенгге, президент Центральной тибетской администрации. Выступающие осудили вмешательство Китая в вопрос реинкарнации тибетских буддийских лидеров и обратили особое внимание на разрушительную политику Коммунистической партии Китая в Тибете, лишившую тибетцев их основного права исповедовать религию. Their desire to appoint the next Dalai Lama, which is an absolute ludicrous charge that a government would put forward, but also the breadth and depth of their human rights abuses and their war on faith. PRC officials prohibit the display of the portrait of the Dalai Lama within China. Authorities routinely detain Tibetans for possessing his image.
30 Tibetan Buddhist monks were arrested last year simply for having the picture of the Dalai Lama on their cell phones. The Communist Party repeatedly claims to protect religious freedom, but how can this be when it criminalizes the mere possession of a revered leader's picture? В понедельник на этой неделе члены швейцарской парламентской группы в поддержку Тибета встретились в Берне в рамках начавшейся зимней сессии парламента. Участники встречи обсудили ряд вопросов, в том числе крайне ожидаемую внешнюю стратегию Швейцарии в отношении Китая. Парламентарии заверили тибетцев в постоянной поддержке и признали плачевную ситуацию с правами человека в Тибете. Во встрече приняли участие представители Тибетского бюро в Женеве Чиме Ринзин и Чинлей Чуки, член тибетского парламента в изгнании в Европе Джампа Самдо Циринг и президент Ассоциации тибетско-швейцарской дружбы Томас Бюхли. В субботу на прошлой неделе, во время Марша мира, организованного СФТ Японии, совместно с сообществами южных монгол, уйгуров, Гонконга и Тайваня, в ознаменование Дня прав человека в Токио, тибетское сообщество Японии вместе с другими притесненными сообществами выразило протест против нарушений прав человека и территориальной агрессии со стороны китайского правительства. Представитель доктор Ария сказал, что заявление Китая об обеспечении благосостояния, развития и рая в Тибете является чистой воды пропагандой, поскольку китайские власти отказывают в свободном доступе независимым миссиям ООН, иностранным дипломатам и журналистам для выяснения ими правды в Тибете. Протестующие с флагами и транспарантами в руках прошли через город Асакуса, в котором находится знаменитый храм Сенсодзи, а также с лозунгами, призывающими положить конец репрессиям Китая и восстановить свободу и права человека в Тибете, Южной Монголии, Восточном Туркестане и Гонконге. В среду на этой неделе буддийский центр Шеджул Тенгелинг в Бельгии организовал вебинар с целью выразить свою признательность. Представитель Чаши Пунцок, тибетский офис в Брюсселе, в своем вступительном слове напомнил всем о духе тибетской стойкости под мудрым руководством его святейшества Далай-ламы. В вебинаре, проходившем под председательством достопочтенного Цитена Пунцока из центра Шеджул Тенгелинг, приняли участие достопочтенный Чомток Ринпоче, настоятель монастыря Намгел, а также Геше Меток Ринпоче, Геше Джампа Раптен и Геше Дава Сангпо. Департамент информации и международных отношений Центральной тибетской администрации завершил недельный цикл виртуальных лекций о 4 основных обязательствах его святейшества Великого 14-го Далай-ламы. В последний день проведения цикла лекций Чомток Ринпоче, настоятель монастыря Намгел, выступил с заключительным словом, а секретари Департамента информации и международных отношений поблагодарили всех докладчиков и участников за успешное завершение этого мероприятия. Сегодня, отмечая 31-ю годовщину присуждения его святейшеству Далай-ламе Нобелевской премии мира, Центральная тибетская администрация организовала в своей штаб-квартире празднование, соблюдая при этом меры предосторожности, связанные с COVID-19. На праздновании присутствовали руководители 3 столпов тибетской демократии, включая Кабинет министров, Тибетский парламент в изгнании и Верховную комиссию по делам правосудия в Тибете, а также главы автономных органов власти, члены Постоянного комитета парламента, секретари и вторые секретари департаментов Центральной тибетской администрации. В соответствии с общегосударственными инструкциями о мерах предосторожности, связанных с COVID-19, количество участников мероприятия было ограничено до 50 человек, а все желающие смогли принять участие в праздновании виртуально. На сегодня это все. Всем хорошей недели и до скорых встреч!